Хоть за окном бело и снежно, ребята готовятся к туристическому сезону. Как говорится, готовятся они летом, а компас, карты и походное снаряжение зимой. Гора новостей на соревнованиях по основам туризма «Зимушка-зима». На базе Центра детского туризма, краеведения и экскурсий «Горизонт» проходят соревнования «Зимушка-зима». Эти соревнования – это уже ежегодная традиция. Многие ребята регулярно принимают участие в таких путешествиях. Да-да, именно путешествиях. У каждой команды свой маршрут, на котором их ждут приключения. Егор, какие этапы были в этом году? В этом году мы участвовали в этапе переноска пострадавшего, сделали носилки из брусков и курток, а также пели песню. На таких соревнованиях могут проявить себя абсолютно все участники команды. Кому-то ближе художественные способности, кому-то логическое мышление, кто-то силен по части аварийно-спасательных работ, а кто-то душа компании и песни под гитару у костра – это его конек. Какая польза от конкурса «Зимушка-зима»? Мы учимся тому, что нам предстоит в жизни делать. Например, собирать палатку, действительно переносить пострадавшего человека. Соревнования проходят в 3 дня. Съемочная команда «Горы новостей» приехала в первый день соревнований. Здесь юные туристы из школ 119, 2, 18 и 34 лицеев номер 21 туристического клуба «Гелиос», школа туристического мастерства. Какие этапы вам еще предстоит пройти? Нам предстоит пройти переноску пострадавшего, манекена конкретно, конкурс песни туристической и деление азимута. Нам предстоит еще подниматься в гору с помощью жумара, как будто мы в пещере спелеоконтест. Что интересного в этом этапе, нужна очень сильная физическая сила и умение очень здраво мыслить, чтобы там где-то прицепить карабин, закрутить, и чтобы случайно не сорваться с горы. Но это как репетиция. Соревнования затрагивают важные туристические вопросы: разведение костра во время дождя, добыча еды, сбор и кипячение воды без посуды, что делать при встрече с медведем и первая помощь при травмах в лесу. Эти соревнования стали доброй ежегодной традицией Центра. Здесь ребята могут проявить свои умения, ловкость, сноровку, художественные способности и, главное, научиться работать в команде, где один за всех и все за одного. София Камалединова, Рамазан Мусин, специально для «Горы новостей».